Всем привет, мой гость Алексей Гармаш. Я дизайнер, это прям очень модно. Можем начать, а там посмотрим. Оказывается, есть другие ребята, которые делают очень крутые вещи. Все это очень так в штыки воспринимал. Какие интересные проекты у вас есть? Приносят коробку желтых фломастеров и говорят, нарисуй радугу, да? Вот бывает же кайф от творчества. Ну, мед, как говорится. Деньги есть, я сейчас могу купить то, что раньше было дорого. Меня, кстати, удивляет вот в кинотеатрах стоимость попкорна. Оказывается, время изменилось, а молодежь подросла, и молодежь, она супер креативная. Пап, привет, я тебя очень сильно люблю. Ты забываешь своего маленького ребенка, который всегда в тебе живет. Вот этого охота, да? Некоторые вещи, ограниченный менталитет. Проблема в том, что мало огласки. Всем привет, марафон подкастов продолжается. Я Милан Мураталиев и мой гость сегодня Алексей Гармаш, креативный директор Numba Media. Добро пожаловать. Приветствую, Милан. Сколько лет вы уже в дизайне? Надо, наверное, сказать, что Алексей, он больше графический дизайнер и перерос в креативного директора. Да, все верно, но в индустрии самой я уже около 16 лет. Да, я начинал немножко свое творчество в каких-то аэрографии, в граффити, да, себя пробовал, то есть для меня это было искусство. Вот, и потом я плавно перерос в графический дизайн, мне стало это очень интересно, верстка, красивые картинки, тем более, скажем так, в начале нулевых и в конце 90-х это было очень актуально, красивые эти все картинки. Вот, и я, скажем так, с головой туда окунулся. Вот, и да, вот прошел такой немалый путь графического дизайна. Я помню, вы говорили с форума Design KG все началось, да? Да, появился форум дизайнера KG во главе очень прекрасного дизайнера Алексея Лысогорова. Вот, спасибо ему, конечно, отдельное, что он на голом энтузиазме проявил интерес, создал площадку, попытался объединить, скажем так, все сообщество дизайнеров, и я в том числе был в составе этих ребят, да, и площадка дизайнера KG мне действительно дал огромный старт, опыт, да, потому что, ну, когда ты сам рисуешь, сам судишь, сам продаешь, думаешь, все прекрасно, да, а когда твои же коллеги дают тебе профессиональный именно отзыв, да, сначала, конечно, я все это очень так в штыки воспринимал, конечно же, да, думаю, да как вы что, как вы можете, да, вот, но потом я понял, что нужно правильно принимать критику и расценивать ее не как какой-то, ну, скажем так, не с отрицательной точки, а с положительной точки, да, Что можно улучшить, да? Да, что люди пытаются тебя не оскорбить, то, что ты сделал, а помочь тебе. И вот этот именно опыт мне и помог, да. Хотя вот я недавно разбирал свой старый компьютер и посмотрел там, какие у меня были начальные работы, конечно же, оставляет желать лучшего. Я помню, столкнулся с Design KG где-то в 2009 году. Я помню, что Алексей Лысогоров проделал очень большую работу, потому что в одно время начали он организовывал чемпионат по дизайну и по фотографии, насколько я помню. Я помню, что наши дизайнеры столкнулись с тем, что, оказывается, есть другие ребята, которые делают очень крутые вещи, и это очень как бы увеличило уровень, потому что начали друг с другом как-то соревноваться, какие-то фишки перенимать друг у друга, учиться друг у друга. Вообще видеть, что, оказывается, рынок намного больше, чем они предполагали. Да? Насколько я помню, наверное, эта площадка дала старт международной, ну, как бы известности наших дизайнеров. Потому что начали на Behance выходить потихоньку, начали какие-то в рамках даже вот этого чемпионата по дизайну выкладывать какие-то вещи, которые потом завирусились где-то за границей. И вот я помню, что для меня было открытием, что у нас есть, оказывается, целый рынок талантливых людей именно по дизайну. И буквально, по-моему, через год или полтора открылся лофт. Помните события, да? Для меня это вообще
как бы стартовая точка, ну, в моем восприятии мира и событий, когда мы поняли, что креативный рынок существует, и, по сути, это старт вот этой креативной индустрии, к которой мы сейчас подходим. То есть мы организовываем вот эти фестивали креативной индустрии, у нас появился парк креативной индустрии, а по сути вот в то время это были такие зачатки. Я помню, когда пришел на открытие лофта, я был вот просто поражен от количества таких неординарных, талантливых, ярких людей у нас в Бишкеке. И вообще вот это 10-11 год, это был такой удивительный год, когда мы поняли, что, оказывается, время изменилось, молодежь подросла, и молодежь, она супер креативная. Вообще вот в то время, в 2010 году, у нас в обиход пришло слово «креатив». Да, и в принципе дизайн. И да? дизайн Вот тоже, раньше да, там да. люди какие-то картинки рисовали красивые, да, то есть это было, ну, художество, там, оформление, да, а слово дизайн в 10-е года это было такое очень модное слово, да, я дизайнер, это прям очень модно звучало даже. Да. А, я помню, мы обсуждали вот эти постеры, плакаты Да, Алатау. да, 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 да. Ну, то есть, насколько с того времени, по сути, уровень нашего дизайна сильно вырос. Сильно вырос. Сильно вырос, потому что, может быть, наши зрители еще не увидели, были такие перерисовки западных плакатов, фильмов там «Терминатор», Да, да, да. «Матрица», Кинг-Конг там. «Кинг-Конг». И это было, вот, честно сказать, ужасно с моей Да. точки зрения. Да, Но когда прошло время, кажется, что это было настолько не очень, что даже интересно. да. То есть я бы, наверное, такой плакат купил бы и дома поставил бы, как историческая такая. Да, действительно, это момент ностальгии. То есть я вот, к сожалению, не помню имя, фамилия художника, который делал эти как раз таки работы, но я вам тоже рассказывал, да, что я смотрел его интервью, и он на полном серьезе отдавался, он прям в душу туда вкладывал, да, как мы сейчас, допустим, дизайнеры вкладываем в свои проекты душу, он прям вкладывал все, да, мы там смеялись с этого, да, а сейчас мы видим эти плакаты, и это вот эта ностальгия, оно прям щекотит душу, да, что вот это, я жил в это время, когда плакаты рисовали вручную. Вы сейчас работаете в Number Media. Какие интересные проекты у вас есть? Вот вопрос у меня совсем чуть другой, да? Вот бывает же кайф от творчества? Ну, вот ты долго вот как-то вынашиваешь идею, вот она как-то не клеится, вот что-то с ней не получается, а потом раз, что-то Да. щелкнуло, Вот короче. это вот муза, про которую вы говорите, это действительно, это, наверное, самая неуправляемая вещь, да, вот чтобы призвать ее, да, вот так вот пригласить ее не получается. Это может работа длиться 5 минут, да, допустим, за 5 минут ее сделать, эта идея сразу же приходит в голову. Либо хоть вынашивать ее неделю, да. В Намбе я уже не впервой, в Намбу я уже 3-й раз прихожу. То есть я не отпускаю Намбу, Намба не отпускает меня. Я похожу, наберусь опыта, опять прихожу. Прихожу, там сначала пришел дизайнером, ушел, поработал, пришел старшим дизайнером, поработал, ушел, пришел, вот сейчас я арт-директор, да. Мне очень нравится там атмосфера. Люди, вот это вот тот именно клубок, да, про который вот вы лофт говорили, да, что приходишь, люди все заряжены, какие-то творческие, ты говоришь какую-то там идею или прикол говоришь, и все сразу же схватывают. Да, о, давай, а давай вот так. Ты говоришь, да, давай, а давай вот так, а давай вот так. И то есть мы в простом разговоре можем прям что-то прикольное сразу же придумать, да. То есть, как говорится, одна голова хорошо, две лучше. И ну, мне вот этим вот нравится. То, что там люди, да, меняются, там кто-то уходит, кто-то приходит, а атмосфера не меняется в компании. Крутая атмосфера – это вообще супер, да, потому что можно платить очень много денег, но если работа скучная, то ты не удержишь. Ну, то есть человек все равно через 2-3 года начнет думать, как бы ему развиваться больше. Да? Но культура, атмосфера, она очень сильно и заряжает, и держит, ну, вот, как команду. Да. А какие интересные проекты у вас сейчас происходят?
Над чем вы Все работаете? интересные проекты, к сожалению, сейчас под NDA. А, Вот, но мы занимаемся продвижением компании. мгм. И, допустим, у нас есть уникальные клиенты, которые приходят как раз-таки за брендингом. Брендингом занимаюсь в основном я. Вот. И, как я люблю говорить, мы дарим людям не брендинг и брендбук, мы людям дарим историю. Мы придумываем историю, придумываем логотип, все прорабатываем. Не просто картинка, которая там на кружке или на кепке, да. Мы стараемся придумать какие-то прикольные слоганы, коммуникацию с их потребителями. Ну, то есть обрабатываем в этом плане, да, что в полном комплексе. Вот и ну, вот это клево, да. У меня до этого был опыт работы в крупных компаниях. Ну, там немножко тяжело вот вокруг одной темы ходить. Кому-то это, наоборот, Рисовать радугу желтыми цветами? все верно, да. Вы запомнили, да, эту Я тему? запомнил. Ну, это Билайн. Да, когда приносят коробку желтых фломастеров и говорят, нарисуй радугу, да? Приходилось, конечно, изощряться. Вот. Но я поработал, я получил от этого опыт, но все-таки вот на короткой дистанции работать с разными работами мне гораздо интереснее, да, потому что идеи, они могут возникнуть. Мы же в сфере, допустим, работаем телекома, к примеру, в Билайне, да, а мне иногда хочется там поработать с финтех или, допустим, с общепитом, да, потому что идеи, они же приходят не только на одну тему, Мгм. вот, и здесь как раз-таки я могу вот, и вот там насчет Number Food мы продвигаем наш Number Food и какие-то вещи, вот есть один пример, мы на шопере написали «Несусь на вашу кухню». Несусь. Несусь на вашу кухню. То есть это несусь как сумка, несу, и как будто сумка говорит. И как будто говорит человек, несусь на вашу кухню, несу продукты на вашу кухню. То есть Прикольно, вот такие прикольно. нюансы, да, и вот это все придумывать, ну мед, как говорится. Надо отметить, что Алексей разрабатывал брендбук кыргызского Билайна. Да, все верно. 1,5 года, да, работали? Да, 1,5 года над одним брендбуком. да. Ну, как бы работа вас устроила. Ну, в Да, смысле, гордитесь этим. да, я очень горжусь этой работой. Это в шутку называют уже как работа к Элизе у Бетховена, да? Я вот еще хотел бы обсудить. Для людей, которые не связаны с дизайном, вообще какой уровень у нашего креатива, у нашего дизайна, если смотреть с точки зрения международного? Ну, то есть, насколько наши дизайнеры, насколько наша работа вообще востребована за границей? Есть ли какие-нибудь, не знаю, награды, либо оценка какая-нибудь? Ну, так таковой награды или оценки нет. Я тоже хотел повторить одну фразу, да, что креативные люди не выбирают, где родиться. Да? То есть они могут и в Америке родиться, и в Европе, и у нас в Кыргызстане. Вот. Но креатив, допустим, он все-таки упирается в менталитет. Допустим, есть вещи, которые мы можем прокреативить, прям хорошо прокреативить. А, допустим, некоторые вещи мы ограничены менталитетом, к сожалению, да, вот в Какие, Кыргызстане. например? А, ну, наверное, порицание общества, да, что какие-то А, вещи, допустим, что-то связанное с сексом нельзя, да, к примеру? типа того, да, что какие-то Что-то вещи связанное зайдут. около религии Да, тоже, да? да, Такого такие рода вещи. ограничения, да, имеется в виду? Да, а уровень креатива, ну, наши ребята, вы вот часть из них озвучили, да, выходят на европейский рынок, допустим, вот Олег, да, Steel Drake, он нарисовал концепт автомобилей, крутые очень концепты рисует. Если я даже не ошибаюсь, он делал концепт Умай, терминал, да, тоже такой футуристичный очень Да. получился. Ну, это, ну, и даже как будто бы не верится, что вот с первого взгляда не верится, что это у нас в Кыргызстане создается, да. Футуристичный очень Да, дизайн. да. Наверное, проблема в том, что мало огласки. Мгм. Что вот Алексей, вот все как-то начали все это объединять, да, а потом, ну, как-то все это развалилось. И еще и ситуация с ковид тоже помешала, да, что люди там до сих пор боятся объединяться в крупные какие-то компанейки, да, что-то там сторонятся друг от друга. Ну, насколько я помню,
то сообщество, которое было на Design KG, потом начал участвовать в Red Joel Boards Fest, ну, то есть подавать работы, и вот вся вот эта конкурсная движуха, она там перешла в Red Joel Boards, а Red Joel Boards со временем перешел в Алматы. Ну, то есть уже такой центральноазиатский стал, да. И в этом плане, наверное, мы стали более международными, ну, то есть... Да. И наши работы можно, в принципе, продавать там. И приглашают наших ребят тоже в Европу, там, и на работу куда угодно, в принципе, да. Но я думаю, это хорошо. Я вот что хотел отметить. Есть Каннский фестиваль, где вот вручаются еще награды за рекламу. Ну, рекламные ролики в основном, да. И вот за все время у нас есть один бронзовый лев. Знаете, да? Напомните. Это Ахтан Арымкубат. Это два мальчика-близнеца, которые рысалды интымак. Да. Воду, да? Да, он в 96-м году. Да, я вот могу соврать так по сроку, то есть по годам. Но, по-моему, где-то в 96-м году он получает бронзового льва Каннского фестиваля. А в мире рекламы это Оскар, да? То есть... согласен. Вот какой-то наш там режиссер там берет и эту награду получает. Я просто сам удивился, потому что когда у меня была дизайн-студия, мы тоже там типа вот какие-нибудь международные награды, вот мы участвовали в фейк-фестивале, там шорт-лист. Фестиваль. Да, классная тема, да. В шорт-лист попадали в фейк-фестивале, и вот я когда думал, типа, а что является наивысшей вообще в рекламе? Оказывается, вот Каннский лев. И оказывается, у нас в Кыргызстане уже есть Каннский лев бронзовый. Для меня было удивление. Ахтан Арымкубат. Вот вы знаете, и вот как раз-таки про тему дизайна, про тему развития бренда, про тему каннских львов, я бы еще, допустим, вот даже для себя хотел бы отметить Шуробайке. Да, это настолько запоминающийся маскот, да, образ, да, что на мурашки на вот этом едет, песенки напевает, да, до сих пор сколько лет прошло, да, все равно вот этот, опять же таки, магия ностальгии, да, что мы смотрели по каналам эту рекламу, да, вот он едет, эти бочки везет, да. Ну, возможно, да, при создании не вкладывали такой смысл, да, вот насколько он перерос. Да? Но он стал частью нашей жизни, по сути. Частью нашей культуры даже, да, стал, что вот Шуробайке, он как маскот, он выступает на разных мероприятиях и не только на территории Кыргызстана. То есть сейчас вот мы тоже в рекламном агентстве делаем какой-нибудь там продакшн, ролик, верстаем его очень долго, да, там вкладываем там и motion дизайн дополняем, и обложки дизайнер, допустим, рисует, да, вообще нет просмотров, да, ну там мало совсем. Какой-нибудь кринж какой-нибудь выложил, ну просто на коленке снятый, там просмотры просто сразу же. Да? То есть вот людям, наверное, вот этого охота, да, что мы вот про фильмы, да, рассказывали, да, что когда мы смотрели житейские фильмы, да, мы такие, да, что-то наскучило уже. Нас начали баловать спецэффектами, да, вау, там Человек-паук, Железный человек, там Человек-летучая мышь, там все прочее, да. А сейчас и нам это наскучило, да. Сейчас что-то жизненное, мы прям вот смотрим с огромным удовольствием. Также и вот видосики, да, то есть там какой-нибудь супер какая-нибудь замудренная реклама, она, ну, ладно, она просто меркнет на фоне всего остального, да. А когда вот что-то такое жизненное, вот даже как два мальчика, да, идут, они сначала там «я понесу», да нет, «я понесу», а потом они обнялись и вместе, да, несут эту бочку. Это жизненная ситуация. До каннских львов дошло, да? Не то, что до сердец, а даже до каннских львов. Да. И вот здесь я хотел бы затронуть ваше хобби. Сколько у нас есть времени? 3 часа есть свободных? Можем начать, а там посмотрим. У Алексея просто очень интересное хобби. Он собирает эти наборы Лего. Наборы Лего и фигурки DC. Да, насколько я помню. Расскажите, как это началось вообще. Потому что там очень важная часть есть про отношения отца и сына. Очень важная часть. Потому что вот я сегодня в Инстаграме выкладывал несколько роликов. У нас вот ребята молодые, им там по 19 лет появились, и они такие супер счастливые, супер позитивные. И они выкладывают, какие у них отцы.
И ты на отца смотришь, и думаешь, ну все понятно, да? То есть там любовь, которая, ну, любовь отца к сыну, она прям видно в том, как они стоят просто. Рядом стоят, да, к примеру. И вот расскажите про... Ну да, все это, конечно же, началось в детстве, да. У меня папа ездил в командировку, и я был большим, ну, как сказать, как и все ребята, мы в свое детство были очень ограничены в интересах. Это сейчас там человек губка есть, человек ложка есть, да. Раньше у нас было все проще, там очень ограничены. И я был большим фанатом трансформеров. И каждый раз, когда ездил папа в командировку, пап, привет, я тебя очень сильно люблю. Вот. Я просил всегда купить трансформера у него. Пап, купи трансформера, да. И он мне привозил трансформеров. Ну, я маленький, не понимал, да, я там ждал трансформера, чем папа. Ну, условно, да. Вот. А потом в какой-то момент он мне привез Лего. Говорит, вот, типа, Лего. Я еще такой немножко расстроился. Блин, я же трансформера хотел. Он мне привез Лего, говорит, там, говорит, вообще на Западе, говорит, все с ума сходят по этому Лего. Вот тебе, говорит. Я говорю, ну, давай, ладно, посмотрим. И я ушел с головой туда. Мне, я не знаю, было 6-7 лет, я просто погрузился с головой. Я сначала по инструкции собрал, потом по второй инструкции собрал, потом сам что-то начал делать. И все, эта любовь случилась вот по сей день. Да? Мне сейчас 35 лет, я до сих пор там большой фанат Лего. Вот, и потом каждый раз я уже просил его, привези Лего, да. Вот. Потом в какой-то момент, про жену тоже, да, я расскажу. Обязательно, обязательно. Да. Потом в какой-то момент у меня там до становления, до пубертата, я этим увлекался в пубертате. Я такой, да что, я ребенок, что ли? Какое Лего? Вот, ребята, девчонки, велосипед. Сигареты. Сигареты, да. Вот. И я продал всю свою коллекцию. Ну, там у меня было больше не коллекция, а именно вот такой творческий набор, чтобы можно все было пособирать. Вот. И потом мы, когда стали встречаться с моей будущей женой, вот, я всегда останавливался мимо полок с Лего, всегда заглядывал, смотрел. С грустными глазами. С тоской, да? С такой, да. И она такая мне на первый Новый год, на первый Новый год наших отношений дарит Лего. Я говорю, ты что наделала? Ты зачем это дала мне опять, да, вот как доза для наркомана, да? Открыла ящик Пандоры, и все, и вот с ее подарка все это началось. Но главное, ни я, ни она не жалеет об этом. Она очень поддерживает мое творчество, она говорит, лучше так, да? Потому что есть ребята разными увлекаются, там, кто-то тачками быстрыми, да, у нас по Бишкеку быстро не поездишь. Вот, кто-то еще что-то. У меня вот такое вот доброе хобби. Я собираю лего, собираю фигурки. И на сегодняшний день это вот мой дофамин. Я заказываю их, жду, с детским трепетом их разбираю. И сыну, что самое интересное, тоже нравится, да, мы там вместе иногда бывает на выходных с ним зарубимся прям. Не как отец с сыном, да, а мы как будто друзья. А, что, у тебя армия, у меня армия. Вот так вот, да. То есть мы наравне с ним играем. Вот, ну, да, вот я очень люблю свое хобби. Круто, круто. Просто даже найти свое хобби – это, оказывается, достижение на самом деле. Вот, например, я могу по себе сказать, то, что я до сих пор там всецело, кроме работы, я ничего не знаю. То есть я вот не умею ни отдыхать, я не знаю, какое у меня хобби, ну, то есть что мне по-настоящему нравится. То есть да, мне нравится, например, там на природу выезжать, но я не прям фанат, да, то есть я не жду там выходных, чтобы куда-нибудь там поехать, там, или в горы пойти, да, к примеру, или на рыбалку, или там, не знаю, тоже что-то коллекционировать. Я в работе. Вот я в свободное время еще работаю. Смотрю ролики на эту тему. И вот мне тяжело, например. И я потихоньку начал себе разбираться. Оказывается, найти то, что тебя зажигает, именно как хобби. То есть не все должно быть работой. Да? То есть работа... Я сам себе продал, как будто это вся моя жизнь. Но при этом, ну, как психологи говорят, что ты забываешь своего маленького ребенка, который всегда в тебе живет,
И периодически он может тебе там выстреливать какими-то там. Вы знаете, есть такой момент, да, формула счастья. Допустим, вот если, допустим, мужчина хочет быть счастливым, да, надо, короче, закрывать свои детские какие-то вещи там. Принглс себе покупать, тонну пепси-колы, игрушки. И то есть на уровне ребенка, да, ты счастлив, то есть и счастлив в жизни. У меня недавно такая ситуация была. Я такой... Почему-то такая пришла идея в голову. Блин, я в детстве там мечтал. Вот что я мечтал купить? Вот я сейчас, типа, у меня деньги есть. Да. Ну, по крайней мере, точно в супермаркете все что угодно ты можешь купить, да? Деньги есть, я сейчас могу купить то, что раньше было дорого. Что там, киндер-сюрприз там, нет, там, Марс, ну, это уже как бы чуть раньше, да? Переели, да, типа и Марса, и Сникерса, и тому подобное. И что ты тут такой, Нутелла. Да. Подхожу, она стоит там. Большая банка, что-то 800 сомов. Один фиг дорого сейчас. Один фиг до хрена. Я такой, типа, блин, я кажется, ну, то есть это же как инфляция, время. Ты такой, тогда не мог купить, потому что это дорого. И такой поворачиваюсь, типа, да я теперь... И такой, жик-за, касса, это как чипсы Принглс, да? Когда они стоили там 120 сомов, типа, чего 120 сомов, да? Сейчас тоже смотришь, Принглс там 500 сомов стоит. Это тоже дорого для чипсов, да? Идешь, потом с сеанса кино выходишь, типа, я с Принглс иду до самого дома. Меня, кстати, удивляет вот в кинотеатрах стоимость попкорна. Да. Она какая-то там бешеная, да, по-моему? Там что-то большая вот эта 400 сом стоит, да? Да. Ну, мы делаем лайфхак. Его сейчас, конечно же, уже разоблачили, этот лайфхак, да? Мы заранее приходим, спускаемся в торговый центр куда-нибудь там в Глобус или во Фрунзе, покупаем себе напитки, закуски и идем в фильм, ты уже с готовым, да? Нам, наверное, нужно закончить про креативную индустрию. Да, давайте. Потому что вот тот фестиваль, который проводится, фестиваль креативных индустрий, по мне это такое тоже знаковое событие, потому что тоже мы там, пройдут годы, и мы скажем, это 24-й год, это год, когда был создан парк креативных индустрий, и тот год, когда вот проводился вот этот фестиваль. И вот с чего что-то началось. Я прям уверен в этом, да, потому что я понимаю, что очень много увлеченных людей не за деньги, по сути говоря, да, типа организовывают в это, участвуют, как-то хотят друг с другом познакомиться, повзаимодействовать и толкают эту креативную индустрию к тому, чтобы стать большим центральноазиатским хабом талантов или хабом творчества, хабом там, креативных индустрий. И вот у меня есть мечта, что у нас будет там 2 силиконовые долины там, в Чуйской области и в Иссык-Кульской области. И я прям вижу, что это прям реально, то есть это реализуемо. Я понимаю, что это вот такие точки, которые там через время мы сможем исторически соединить. Что когда-то там открылся дизайн KG, что когда-то открылся лофт. Там, и спасибо Эльвире Сариевой за то, что там это сообщество появилось, что образовался Red Gel Boards Fest, что потом появился вот этот парк креативных индустрий, что вот этот фестиваль организуется, что у нас подкасты записываются. 33 подкаста в Кыргызстане. Это вот ребята насчитали. И я думаю, блин, как же круто, что в маленьком Кыргызстане есть столько подкастов, и они постоянно выпускают. Потому что это же беседы, это же жизненные беседы. Да. В которых там люди себя узнают. Как-то, ну не знаю, больше тем затрагиваются. В этом плане я очень ценю Нурлана Мирзаматова, Лайс подкаст. То, какие темы они общественно значимые поднимают и расширяют эту свободу. Да, я парочку выпусков смотрел. Я просто, большая благодарность команде Lights Creative, Lights Podcast, Нурлану Мирзаматову. Просто, честно говоря, вначале мне не очень интересно было, а потом, как я начал понимать, насколько важные темы, да, я переоценил, я прям сильно вовлекся, можно сказать. И я к тому, что вот эти точки развития подкастов, там, парк креативных индустрий, в конце концов, соберется в такую мозаику. Я такой, да, конечно, так и должно было быть. С этой точки зрения, с нашей, это не факт, да, например. Но я верю, что у нас будет прям
действительно централизиатский хаб для талантов. Я верю, что та свобода, которая у нас была, свобода творчества, Есть это- потенциал. да, потенциал Есть прям потенциал. бешеный, Да. бешеный потенциал. Что в киноиндустрии, что в сериалах, что в музыке, что в контенте, Мгм. в дизайне, в рекламе, во всем. Мгм. И вот этот потенциал нам бы правильно раскрыть. Ну, то, чем мы занимаемся, мы же сейчас друг друга обогащаем, Мгм. делимся, мы узнаем, что есть такие талантливые люди, другим показываем. То есть вот ребята, которые смотрят там наш подкаст, они там смотрят, там, вау, какой креативный чувак, который увлекается Лего. Оказывается, такие тоже есть, что можно тоже не Camry покупать, а Лего покупать. Вот Я вы- думаю, это классно же. Это супер. Вот знаете, до подкаста мы встречали гостей у нас в агентстве в Намба Медиа, да, и ну, первое, что мы, конечно же, встретили всех, показали, как мы работаем, ну, это ничего интересного. И чтобы было поинтереснее нашим гостям, мы придумали конкурс, типа, как будто мы заказчики, а не исполнители. Мы их поделили на 3 команды и дали задание. Там нарисовать баннер из подручных средств, мы там раздали им фломастеры, ватманы, там картинки какие-то, заготовочки, да. И там второй конкурс – это там снять рилс, допустим, ну, видосик какой-нибудь прикольный, рекламный тоже, да, и придумать битву маркетинга, да, там, допустим, скрестить 2 компании, допустим, там, Шуро и Снигерс, к примеру, там, такие вот, либо сильно, которые бьются, либо сильно, которые не бьются, да. Я просто был приятно удивлен, как ребята были погружены в процесс. Они там, давай вот так, а давай вот так. И то есть я такой, типа, будущее поколение. Знаете, вот реально приятно, что, ну, людям это интересно, да. Они вот изнутри, они несколько даже ребят к нам подошли. Можно мы просто бесплатно даже к вам на стажировку придем? Ну, нам очень понравилось. Я говорю, да, у нас так каждый день. А вы сейчас стажеров нанимаете, да? Да, мы сейчас стажеров нанимаем. Графический дизайн, да? Или разные? Разные, да. Мы рассматриваем разных ребят. Ну, графический дизайн, конечно, так как я там отвечаю за отдел графического дизайна, к себе там могу взять стажировщиков. Девочки тоже рассматривают стажировщиков к себе в помощь и просто там на развитие. Вот надо тоже, знаете, надо помогать, потому что у ребят есть желание, есть, допустим, там базовые какие-то обучения, да. Надо именно помочь адаптировать на местный рынок. Круто, круто. Блин, что я хотел бы сказать? Я бы творческих успехов хотел бы пожелать. И, наверное, последняя тема, которую мы затронем, это про этот фестиваль, про Джаратман Кыргызстан, как они обозначили. И, по сути, это Джаратман, вы же понимаете, да, как переводится? Ну, Это дословно. творец. Ну, да. Творец. Ну, Ну, то есть... То есть, как креатив же нету перевода, да? Это и креатор есть, по Да. сути. Креатор Создатель, на да, кыргызском создатель, да. И, по сути, мы, наверное, хотим, чтобы в Кыргызстане было больше таких людей. Больше творческих людей, креативных людей. И люди, которые построят новый Кыргызстан. Джаратман Кыргызстан, как организаторы хотят, да. Я думаю, что это крутая стратегия, потому что если человек становится созидателем, то он становится осознанным творцом своей судьбы. Он перестает жаловаться. Он понимает, что, в принципе, все зависит от него. И чем больше таких людей, чем больше осознанных людей, ответственных за свою жизнь хотя бы, тем, наверное, нам будет легче построить великую страну будущего, которой мы, может, стремимся. Да? Алексей, спасибо большое за беседу. Я очень рад был Спасибо, Милан. Абсолютно в этом взаимно. подкасте поучаствовать. Спасибо ребятам из Lights Creative за организацию этих съемок. Успехов всем. Да. Спасибо, ребята. Всего хорошего. Всего хорошего. Всем пока, ребят. До свидания.